Сагати Риштонаса Штайртаж задногой магамарт уйхацактыш балварткоттуй машкуй лаборатории удырынчин коронавирусой. А США хатма Сагати Риштона коронавирусой фаранчин финташадай маджи. Уишты уарашей фалхашганчтам саштарда управлений бараккананта. Фашаранта чишиждахтама медицинонер кашт камасау удолынымас хшашада хшай фараштадай маджи. Карантин хыгдай и штадамын маста, а шыда штай фара штадай маджи. Специалисты радун хачидин садам самой анакваджи хазара и тамамасовой. На 8 апреля больница состоит 68 человек. За сутки поступило 14 пациентов. С положительным тестом региональной лаборатории находится 11. В реанимации у нас 6 пациентов, из них 2 с положительной региональной лаборатории. Всего в больнице из 11 пациентов, которые находятся с положительным ковид, 2 подтвержденные референс-центром. На ИВЛ находится 3 пациента, 2 из них с положительным ковид регионально лаборатории. Выписано у нас 5 пациентов под наблюдение своих поликлиник и районных больниц. Оставшиеся пациенты – это с небольничной пневмонией. Проводится соответствующая симптоматическая терапия и специфическая терапия для тех, у кого ковид. У нас, еще раз хочу повторить, что из 15 случаев, которые подтверждены на данный момент, это 12 те, которые находятся на самоизоляции под наблюдением дома, 2 находятся в больнице КПСП и 1 пациент, о том, о ком мы вчера говорили, это летальный исход. И вчера же пришла информация, подтверждающая референс-центра, что у него COVID-19. Из тех лиц, наших граждан, которые находятся на самоизоляции, у кого это выявлено, у большей части это просто бессимптомно. И хочется поблагодарить этих людей за понимание, потому что у некоторых возникают, им должны возникать вопросы. Вроде я ничем не болен, у меня нет симптомов, а у меня почему-то подтвержден данный диагноз. И подтвержден-то он почему? Потому что по контакту в одном случае, в другом случае, если он прибыл на нашу территорию из каких-то сопредельных государств или дальнего зарубежья, которые 100% должны быть обследованы. И потому возникают какие-то вопросы. Но нужно сказать и отдать должное этим людям, которые находятся на самоизоляции, у которых это подтверждено, потому что они с пониманием отнеслись к тем предписаниям, которые они получили. Прирост отмечается. Мы в динамике отмечаем, смотрим, анализируем. Это нехорошая тенденция. И если мы вот сейчас не прислушаемся и не будем выполнять режим самоизоляции, эта картина ухудшится и будет уже расти не 6, не 10, а может перейти в десятки. И для кого-то это может быть и фатальным случаем. Я не пугаю, я просто говорю как есть. Потому что по опыту и по практике, что происходит сейчас с субъектов Российской Федерации, и потому что у нас сейчас есть пациенты, если кто-то не верит, я еще раз обращаюсь, вы можете обратиться, придите, пожалуйста, мы вас устроим санитаром, если у вас нет образования. Пожалуйста, находитесь там, помогайте, и вы будете внутри, в эпицентре, и будете знать, чем занимаемся, есть ли такие пациенты, какое их состояние, и насколько это опасно.